В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Воздушная гавань Грозного. 1200 метров. Такое расстояние будет иметь новая взлетно-посадочная полоса. Глава республики проинспектировал строящийся столичный аэропорт. Расскажем, на каком этапе возведения стратегического объекта. Предварительные итоги работы и кадровые перестановки. В правительстве состоялось совещание под руководством Рамзана Кадырова. Самыми важными моментами поделится Амина Тупилагова. Помня подвиг каждого героя. Деятельность фонда охватывает всю республику и даже весь мир. Региональный общественный фонд оказал денежную помощь семьям погибших и раненых участников спецопераций. Медина Мударова о том, что Родина не забывает своих сыновей. Начнем с главного. Активными темпами идет строительство международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики с инспекцией посетил стратегический объект. На данный момент ведутся бетонные работы, а также устанавливается водосточно-дренажная система. Всего на территории планируется построить 18 зданий и сооружений. Архитектурный стиль воздушной гавани будет с национальными и религиозными элементами. Репортаж Турпалали Тайсумова. Проводя инспекцию строительства и реконструкции международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, глава Чеченской Республики в первую очередь интересуется тем, как проходят работы и укладываются ли в срок. Первая локация – это взлетно-посадочный участок. В сегодняшний день у нас вся взлетная полоса, земляные работы закончены. На первой половине взлетной полосы идут бетонные работы, укладываем бетон. Дальше идет у нас отсыпка щебенка. Дальше идет отсыпки балласта и ПГС. Ведутся водосточно-дренажная система, работы светосигнального оборудования, красные трубы. А сколько метров глубины? Мы 6 метров после дополнительного проектных решений мы углублялись на 6 метров. Внизу меняли просадочные грунты. Компания субподрядчиков Минавтодор Чеченской Республики. Мы 3 миллиона кубов грунта вынули и заново их сюда положили. И в те же самые сроки предприятие успело. И к концу года мы бетоном полностью закончим. На следующий год у нас останутся только подключение, запуск и ввод в эксплуатацию на полетный режим. А подрядчики как работают? Все успеваем. Постоянно мы проводим производственные совещания. Кадр Султанович участвует, всех мотивирует. Вы им подбираете, но если срок, если не дадут объект, то потом придется за свои деньги. Да. Неоднократно это на общих совещаниях. Не, это я говорю, скорее, но не там где-то совещание, это я говорю. А когда я говорю, я даю исполнить. Исполнять то, что я говорю. Есть, хорошо. На данном этапе рабочие слой за слоем укладывают твердое покрытие. Полоса будет иметь внушительные габариты и при этом отвечать всем современным требованиям стандарта и безопасности. 3200 метров. Такое расстояние будет иметь новая взлетно-посадочная полоса. И учитывая ее габариты, она сможет принимать любой тип воздушного судна, который сегодня имеется в мире. От самых маленьких до самых больших. И ее безопасность обнадеживает, поскольку строители утверждают, что они полностью укладываются в срок и по всем правилам безопасности. Сам объект после сдачи включит в себя 18 зданий и сооружений, просторный терминал, контрольный пункт и огромную прилегающую территорию. В ходе осмотра один из способов выравнивания после заливки полотна Рамзан Кадыров опробовал и сам. Друг, дай мне. Дай мне. Давай. Я понял. Мы дошли с цементно-бетонным покрытием половины полосы. На этой неделе мы планируем в конце недели стартовать с марочным бетоном, с крайним слоем. И постепенно все
так бы дальше потоком это все пойдет. То есть половину полосы планируем в октябре месяце, к концу октября, начало ноября мы закончить. Вторую половину, то есть у нас следующая 1/3 остается на ноябрь, следующая 1/3 на декабрь месяц. То есть полоса она будет готова в бетоне в этом году. Депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал руководителю субъекта, как контролируются поручения, связанные со строительством аэропорта и имеющиеся результаты в данный момент. В целом был аэропорт. Поручили цели изначально махаллары. Порядок работы на охоте, мусушиши, полбешу. График работы, совещание, видео, постоянно наблюдение конференции, полностью любой проблем решать ящу. График работы соблюдать. И там хазарду да мула. Арабек, твой багазар хейр шах маякар. Яка хорукой. Да мула, да бер гейл, да резгал варда. Между ходом инспекции Рамзан Кадыров отметил, что настроение и физическая форма становятся лучше после таких прогулок по большим и значимым для региона стройкам. Когда посещаешь стройку, когда ты видишь, идет хорошую строительную работу, то настроение бывает такое «я». Собравшиеся увидели этап возведения будущего аэровокзального комплекса. Здесь будут располагаться здания службы безопасности, диспетчерская часть, просторные парковки. Строгий контроль по работе ведется на каждом участке. У нас были изначально решения по устранению просадочности грунтов, потом мы от них отошли. Замачивание грунтов, чтобы устранить эти свойства, было принято решение. Все котлованы над 18 до 20 метров вниз разработать, обратно заместить ПГСом местного республиканского месторождения, поднять до нужной ответки и дальше возводить здания и сооружения. На данный момент это у нас вот эти аэродромные службы здесь будущее, электрическая служба и стоянка спецтранспорта аэропорта. Это была проблема с аэропроектом. Аэропроект, да. Ну, решение Карина, это у нас РВД, да? Это у нас объект РВД, это контрольно-диспетчерский пункт, то есть башня, то есть уже обратная засыпка здесь, там нижняя часть у нас уже 5 метров и административно-бытовой блок для персонала. Так, эта башня у нас 55 метров в высоту. 50 метров в высоту, наверху будут сидеть диспетчера и будут осуществлять обзоры летного поля, подходы воздушных судов. Самое высокое здание. Да, это здесь, это вот это будет. Далее руководитель региона проехал и по остальной части массовой застройки. Адам Делимханов раскрыл в подробностях количество задействованной рабочей силы. Основной Казбек, Саламбек, Абубакар Наши, полоса Табешуш, Зайти Ахтагумуш, Абек. И компания. Мелкие счеты, и тех компаний, он из времени был что, нанимать без набора, тех больше без проблем. Окей, краще, я задумал. Симзовля. Юбка духу не один, духу сам задумал. Шеф перебросить мои речи. Большая часть немножко обещана. определенная часть бывает общая, что новые линии يتشل كماشات يشخيتير ده كان ده تمن زود حيوش هذا تولع وإخواتنا كان رزدر بيت الأول تنا يوتشي قاعد يتروي يقينش بابا شو حياتي أو بابا بايع بابا عنده شيء لا هم حاجة أنا ما عدتش كما زوجه أبو بكر وي çünkü staydu da taxtın. Kama açtıyız. Evet. Просто на дальность стоите за... Asfalt doğru sen. Ben de tokumu tabağı. Na mesle baba ne? На месте баба что? Tokadım da takıya acı. Да, несма. Вот и Дополнительным удобством станет расширение и строительство подъездной дороги к аэровокзальному комплексу. Soimaları Novus upada o diye doğal da yetet problem ayını. Yoksa bu iş işte. Hatta bu ala Allah
20 метров расстояние перед домов. Не от домов حتى расстояние будет. Основной поток кормовой постоянно другие сюда обратно. Çok şey yapıyor. İşte tadı da zor. Моста землевые узош ишь так до не интерсегнути. Это тасхишный процесс. Кстати, мы что есть плавно дают, они стали вот долго, это тебе был. А вы как славян, и жай, пристрел чину. Да, jo. Земледелота. Інших земледелота. Воєнний лобки. Це твоя? Вичне. Да, digde можно. Или я тебе отдаю. Армет хазмамыз даю хаз yok площадка шела, тига. Та өрнашдар хентига. Вот их дайдин села. Они штергез баз даю, тогда это сбежь мог. Работы не останавливаются ни на минуту. Для рабочих созданы смены и удобства. И в скором времени воздушная гавань и пассажиропоток субъекта станет больше, как никогда прежде. Турпал Лолит Айсумов, Саид Эмин Мусаев и Саид Селим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Чеченские бойцы первыми откликнулись на зов Родины и достойно принимают участие в специальной военной операции. Это вызывает чувство гордости, отметил Рамзан Кадыров на совещании в правительстве. Помимо СВО обсуждали и другие темы: успехи в социально-экономической сфере, о плодотворной работе региональных средств массовой информации, о важности сохранения и обогащения национальной культуры. Произошли и кадровые перестановки в кабинете министров. Репортаж Амины Тупилаговой. Начиная совещание, председатель правительства региона Муслим Хучиев зачитал доклад, подробно изложив социально-экономическое положение Чеченской Республики в текущем году. Чеченская Республика в рейтинге субъектов СКФО по состоянию на 1 сентября занимает первое место по кассовому исполнению бюджетов региональных проектов. Общее количество индикаторов, установленных в рамках проекта, 144, при этом в 2023 году предусмотрено достижение 135 показателей. Исполнение консолидированного бюджета по налоговым доходам на 1 сентября 2023 года составляет 17,8 миллиардов рублей при плане 15,9 миллиарда рублей. Исполнение 112,3%. В связи с уровнем дефицита бюджета с начала года на перечисленные расходы по вашему обращению, Рамзан Ахмадович, было выделено из федерального бюджета на поддержку республиканского бюджета 3,5 миллиарда рублей. На стадии выпуска распоряжения правительства России выделено 1,8 миллиарда рублей. На оказание соцподдержки участников СВО 197 миллионов. На удержание ОСППТ 251 миллион. На обеспечение жильем детей-сирот 750 миллионов. За достижение 68-го указа, это мы второй год подряд занимаем в этом месте, благодаря вашей поддержке и авторитету, второе место, 231 миллион рублей. По итогам вашей встречи с министром финансов Рамзаном Ахмадовичем было достигнуто соглашение по прямому счету на уровне текущего года в размере 7,2 миллиардов рублей. В результате бюджет республики получит дополнительно 4,3 миллиарда рублей в течение 3 лет, а также выделение 300 миллионов рублей на строительство мусороперерабатывающего завода. Также было достигнуто соглашение о выделении денег на строительство Ачхой-Мартанского ЦРБ в размере 1 миллиард 31 миллион рублей. Исполнительная власть Чеченской Республики участвует в реализации госпрограмм активно. Введено эксплуатации с 2020 года более 200 объектов социальной сферы. В 2023 году на повышение оплаты труда бюджетных предусмотрено 4 миллиарда 100 миллионов рублей, в том числе на оплату труда указанных категорий работников бюджета 2 миллиарда. Среднемесячная зарплата за январь-июль 2023 года выросла на 12% к уровню 2022 года и составила 36 400 рублей. В соответствии с вашим указом, также с 1 октября проведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы на 5,5%. Также хочу отметить, что недавно было принято решение о создании промышленного технопарка «Альтаир». Прошел конкурс отбора на представление субсидий из федерального бюджета в объеме 900 миллионов рублей на 3 года. Также в рамках вашего обращения, Рамзан Ахмадович, Владимир Владимирович, было поднято 3 вопроса, в том числе по аварийному жилью 15,3 миллиардов
Эльдоровецега у нас осталось нерасселенных 244 тысячи квадратных метров. Также молодые семьи. На сегодняшний день по молодым семьям, Рамзан Ахмадович, более 13 тысяч семей на очереди. И эта сумма более 20 миллиардов, которые нам нужно в течение нескольких лет. Мы с этим обратились. И там чодик виза и азицика, благодаря уважению к вам на сегодняшний день. И этот вопрос уже запущен. Федеральные структуры цаких на Хуснуль отписать, уже на Силуану отписать. Завершая свое выступление, Муслим Хучиев внес предложение о кадровых перестановках. Значит, предлагается назревшее назначение, перестановки в структуре правительства и по должностям, и по структуре правительства. Предлагается, с вашего позволения, Кадырову Айшат Рамзанову сделать на должность вице-премьер, который будет курировать весь соцблок, тем более, что за время работы Министерства культуры, Рамзан Ахмадович, уже в этом министерстве есть результаты и на федеральном уровне, они отмечаются, и, соответственно, с уверенностью, что эти результаты будут показаны и во всем социальном блоке, результат Шхирю-Эль, Теш-Дуэй, в связи с этим, чтобы оптимизировать работу всего социального блока, Рамзан Ахмадович, если вы не против, предлагается назначить Айшат Рамзанову на должность вице-премьера, который будет курировать весь социальный блок. Вместо министра культуры Чеченской Республики Дадая Мусу Магомедовича. Муса Дадаев поблагодарил за оказанное ему доверие и высоко оценил деятельность Айшат Кадыровой в качестве министра культуры. Под ее руководством начались масштабные реконструкции Музея Чеченской Республики и Хойского историко-архитектурного комплекса, а также множество проектов, вызывающих интерес к чеченской культуре далеко за пределами региона. Айшат шайолш мекте бол бешана. Айшат бинч болтах болба қимаш ба показатель гайта мелла хлохыр дал хитсон хондалш. Айшат жимелах сохан вице-премьер курат рубош варсон со жамаш деш анализеш субин бага. Олай тойвошка так амел деш маза гыллык улык бошлык идеч үештат шегда кордош гыллык кылатсон лерим хыла. Ну, шибалт, я дацел. Да, иман. Он герга хала дарсон. Но шибалт, кивашер аз я юлш. Динус чака яла шибалта. Отсо джимилша. Строительство на хлер. Аделаш не бол бешто на хлер. Артиста метр изер шайдак дар. Шибалт айлар вашер. Сона сю баркал дейл рейс хил алгу. Дусон дейл рейс хил ана дока хила. ده الحق بعد الله ده رئيس خيل عن رمضان تيش بلدنا ده موضوع تيش بتشكل ودخون ده الرئيس خيل رئيس الله ده عباد كي ده عباد بتياري توي أحد أخواتنا شباب بنا أحيا جدا سرنا ركبتي روك شيء يشتغل شلون بالدي عدوان بعض عصبي ده ما تعمل تعيش شلون سرنا خيط مشباب بيزدون. В ходе совещания Рамзан Кадыров передал председателю правительства именное оружие от главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Ахмад, сила! Глава республики, Волчина, президент Волчина, сега должен подписать деньги, разрешение هم حيس ورايح يدير مسلم بقول إيش بندير ولا رايح يدير В свою очередь министр культуры Айшат Кадырова отчиталась о проделанной за 3 года работе. За эти 3 года мы постарались объединить лучших специалистов в музыке, музейном деле, театральном искусстве, архитекторов, режиссеров, художников со всей России с лучшими специалистами из нашей республики. Вместе мы создавали и создаем спектакли, выставки, фестивали. Наш национальный театр покоряет фестивали по всей России и блестяще проводит фестиваль национальных театров у нас в Грозном. В конце октября мы ждем гастроли Великого театра нашей страны, театра Вахтангова. Это огромная удача для наших зрителей. В конце этого года мы открываем новый и современный ТЮЗ, в
котором мы сохранили всю историю этого театра с 1929 года. Провели очень яркие и масштабные выставки в нашем музее, вернули все полотна, которые пострадали за годы войны. Мы не только вернули эти 53 картины, половину из них благодаря работе огромной команды реставраторов отреставрировали. Вторая половина сейчас в мастерских, где шаг за шагом восстанавливают каждый сантиметр. За эти годы у нас появилась традиция проводить дни чеченской культуры за пределами республики. Казань, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Осетия и многие другие. И, конечно, мы с радостью принимаем гостей у себя. Традиционно осенью стартует особенно важный для меня проект «Культурно-образовательная программа «Культурная среда». Каждый четверг дети приезжают в филармонию на урок классической музыки, а по средам уроки проходят в музее и театре. И, конечно, все эти 3 года не останавливалась работа по улучшению материально-технической базы, строительство и ремонт домов культуры, библиотек, школ искусств. В период с 21 по 23 года в рамках национального проекта «Культура» привлечено 1 миллиард 250 миллионов рублей из федерального бюджета и 300 миллионов рублей из внебюджетных источников. Люди творческих профессий практически всегда специфические и чувствительные, которым нужен особый подход. Несмотря на свой юный возраст, Айшат Кадырова оказалась чутким и грамотным руководителем. Ей удалось вывести всю структуру на высочайший уровень. Дагбам дон, хой балыш квад десмадас. Дагбам сюда дон, бела дон, дагой дон, сабеш дон, бела сабеш бюлш дон. Своеобразный набор точно, хол набор что, он хаялш дон, набор камилен, гоус будон, так саню адон. Также руководитель субъекта затронул тему специальной военной операции, выразив свою гордость за чеченских бойцов, в первых рядах откликнувшихся на зов Родины. Ona borsod, dus mensen hoor, boerje tegelijk onder hedon, mulfbus hoor, twee mensen hoor, zijn je eigenlijk respecteren niet hoor, bolsnaar dan, het zijn ongedabbelen met dat, zijn ongelukkig, zijn nachtjes met dat dan. Als je mag kan aan de bal beetje dan, aardig dan, is dat ongelukkig dat dan, als je $2 dus loop daar, hier daar. Daar waren dus dollars, dat goed dan. Ze zwaar dan, $2 dan. Dat je zegt, wat je aan boos, die is dan, is boos door dat gedaan. Zo dan, ga je dan, nu als je rest van de huis dan, heel veel om je dan, zei dan, nog boos, dus is, als je dat, ja, je bloedjes, dat ongelukkig dan. Toen zie daar je, zo'n telegraaf je spoelt je dan, zijn naar je adem, dat is niet om school, dat is een weekend dan, daar is het ook bij, wel daar zeer wij zien zijn nu 6 dagen, zeggen wij dat je dus dan. Более подробно о ситуации рассказал спикер парламента, начальник оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов. Начало специальной военной операции. سايقر درسك أردي على مسلم سال قوكي يطير عاد عقله ديزل Сначала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено более 30 тысяч бойцов, в том числе более 14 тысяч добровольцев. Рамзан Ахмадович, хадах ли дагада она очередной групп добровольцев в аэропорте. Дайгай тародион. Иш уже шит дальше. Спецназ Ахмад уже дакитер был. Ишь каждый кирна дадовочки. Мадуай за все это время Рамзан Ахмадович спецподразделения Минобороны, Росгвардии, чисто добровольч, Рамзан Ахмадович, Санки Манчудион, 200 бойцов, более 700 рейсов и нахуй, докдакики мессини в аэропорте Рамзан Ахмадович. Более 14 тысяч добровольцев, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находится 6 тысяч наших бойцов.
На высоком уровне налажено обеспечение бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения боевых задач. Региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на нужды спецоперации закуплено и направлено 1061 единицы спецавтотранспорта, в том числе 152 бронированные машины, 1265 квадрокоптеров, 344 прибора ночного видения, 354 тепловизора, 145 антидронов, 28 836 единиц средств связи, более 50 тысяч полной военной экипировки. Жителям освобожденных территорий регулярно поставляются продукты питания, медикаменты, одежда, техника и оборудование. Так, с начала СВО передано более 23 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы, бытовая химия и предметы первой необходимости. Фонд уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации раненых сотрудников, оказанию им финансово-материальной помощи. Рамзан Ахматович, как раз воинс селна, томра тагна, фонд делал, что тигах далас был вежи, церцах был движешна, диона, республика Моссу районе, Моссу структуре, дион доксада, Моссара диона, дал садуэль. Рамзан Ахматович, итого текущие расходы на сегодняшний день составляют комплекс сигахинция полностью подсчет есть был, но на сегодняшний день на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Фонду Динводу. Уважаемый Рамзан Ахматович, выражаем вам особую благодарность за постоянную поддержку наших бойцов, участвующих в СВО, а также ваш личный вклад в формирование, обучение и снабжение отрядов добровольцев со всей России. СВО на данный момент именно и коптер шхулук Рамзанович. Цагал ждён на тома мосома гуштош. Даца бьет уж хилар хакереб укереб гоуши бобяшёш. Халдах ждён. В любом случае сашида дали дадукри. Ценник дадуга, ценник хадал да войник дадук ждён. Даца дик чвахдуш доларин. Ценник лилина цадир да вакич ляш дуде да. Уж ждёна каждый день Рамзанович хаютич ждёна. Те хушду юрг меркин земный одежда мосо заявка хаил ищу чакту жду. Вежешь ждён массара каждый день связи больше. Рамзанович массара дук баркал дерез ал ولدعوا ويندعنا من تيجا حاج спецназ Ахмат Юдио при полкю батальон ню каждый кирна диона ишта теюш диона добровольчу хайл задач угр сложный вариант направления шу Аллах дерезал дал обед кевел Ахмат сила Аллаху. В продолжении совещания министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о своих рабочих командировках и о работе средств массовой информации региона. Рамзан, по вашему поручению в последнее время была командировка и в Южную Осетию, и буквально накануне в Республику Абхазия. Присутствующие на мероприятиях, и в частности президенты этих стран, все просили передать слова приветствия, уважения в ваш адрес. Все в один голос заявляли, что они гордятся, что они сотрудничают, имеют взаимодействие и с Российской Федерацией, поскольку наша страна сегодня является оплотом традиций, оплотом религиозных ценностей. Они подчеркивали моральность западного уклада жизни и что выбран ими вектор взаимодействия именно с Российской Федерацией, что они гордятся нашими давними дружескими отношениями и вот в частности передавали вам приветствие и уважение. Рамзан Ахматович, по информационному сопровождению специальной военной операции с Мухаммад Смааллар. Это у нас тема номер 1 в СМИ по освещению почти 5000 материалов в эфирах 3 телеканалов. С первого дня проведения специальной операции вышло почти 5000 материалов, и в интернет опубликовано 82,5 тысячи материалов. Это ключевая тема, мы эту тему отрабатываем. Так, в частности, по присутствию республики в информационном поле мы продолжаем оставаться в поле зрения под прицелами, можно сказать, информационных пушек, но сразу резонанс хол обсуждать до этого активно реагировать до
Таилен милха поручение Хоча Кичадук Эдайреса Рамзан. Рамзан Кадыров, в свою очередь, дал высокую оценку журналистам региона, которые под грамотным руководством Ахмеда Дудаева объективно освещают самые острые темы и дают достойный отпор информационным нападкам зарубежных журналистов. Dostlarım dünyanın çabuk jurnalist haber boy daha büyük riskler diye sergişet ölçmeli prestijden sigah kuşlar sabit yaşına doğan bu bestana izona için mahadine doğdas son dokbarlarla onda ya belki de daha hardan dağdaş ki pardon dikensten diğer doeldan volşolun şavoçalar şolçtan için vakuyuz daar zou al dus woord schulds daar gelaagd dat dan hoort dan daar maar aanwezig voor dat dan als dan tabak sorry dan dat trainer waren wat van dat corpus buiten wat dan was net zo dan het corpus buiten dan hebben we naar het zelfs dan nee zo dan ja zo naar je boksen dan als die dat zo naar je als wij op die dan dat daar we mensen تنجو حين تولد شو توات وشتوش هاي كوربوس يطلع طلع سنة وجا تشامبيون ميدون يعدنا هو أولمبيسك تشامبيون وين نتشنا شو شول راوند يعدون وحي دون هو كوربوس هم يعدون حين زماني قيتان داستون دون هم تشقيين يعدون الفوتبوليستون الشارع أحيو شجع سودان درزوات دون سو ما هالشيء دون أشياء خدا فوتبوليست وشوات فوتبوليست شахмат يستن دون نادين شاكشين وجولا دعاء أشياء خدي شو تكتيك خدي شو استراتيجية خدي شو تيل كمان دي أوشي إشارة تعيد سنة دعوات دي شو دون سأخذ دون مدعي أوشي دون يوش دون خد دون عيش صار شيء عيش استعد إلى صار شيء دون بيجوا يسن دون هاي بس بدي يشغل داس В вопросах сохранения культуры язык является важнейшим звеном. Глава региона в очередной раз призвал всех, начиная со своего ближайшего окружения, усилить изучение родного языка и прививать издревле свойственную чеченцам любовь к родине. Så asken wat så nog så mat så ja så asken wat då så bus det så sen vad då så där sen vad då sen där som sen alla كده قيس سقيت internet شو اللي من حاجه يعني على الله هو ده دكتور دشنش då asken det engelska dشنش då har ju då inte på så det den حضور كان بيش شو لعب بيش asken ما بيسنا بس då إسرائيل دشنا شينز ألج هو شيء دون هير والوير ده سادون تطبيق وشغل ده مش دون مزارعات مقطع شيء إز دون نرمال الحمد لله سنويش ده حين تبي دون نيس حاز أورد عقيدون ده أورسن دستون صدق دون وي مسألة دون نخشي مات هما بيش إلا بيش دون ورا ما دون شيء شو دون مسألة أول دون ملتمي عاوش في ديتكي سادع سادو دون ديتكي سادع دو بشكول يعدو دون بيرو كلاس يعبو تربو كلاس يعبو سارم üç نوحشي موت بيوت شكول يعدون شين شلواس موت بيوت دون veri bir قدي شو دوجا سوي شين سو انجليزي موت بيوت لواس موت بيوت نوحشي موت بيوت أول خزدة سادون så det då I mått då ett schwach så byggt på rasmot schön husbachne rasmot bizres se bersen dira et då så bersen som social det rasmot bizres då nu så att schwach och rasmot se bersen då schwach bizres då berod rasmot då schwach nog schwach då så så det så ما هنسى اسمي دوق ديتر يحج صول الشارع سويتن شو ما ساقا باقس وقدناه كمان دعم يلو جنجابا أصلا شبيرنا نحكي وات عامية سون نحكي تغيير شبيرنا نحكي وات شو ده
Хун ядын да мен ядын са причины школ дон причин да яклу шудас. Амичан эм. Чу адон привет но пап хун ядын мен ядын дон. Пап римский удас но. ما هون عادنا يقولش وي حالا دا وش دا نانا سون دوز لعبير نان أورش دون سول خز دوش طريق سون داس أوجيج أو بيري آلي ديش يا نان ألداز وده شيء دون إيشون شيء مرزو شيء جيشون يعني مسمى شو عدون أحنان بوش دوش ده دون زين بوش هم ده أقل ندود ده دون نسرونه حد عشان أحنان أجي سول دكتور ليز دوش سولق داستان أحمام أجي دون نو يقبل كل ما داود داستان يقبل هلو إتخذلش يقبل هلو إخذلش دون وقت ده دون ده بشي زوجين نان ومثلا نان ألرتون دون إذا يالش عادين ده نان بوصل دوش دون إذا ما دق خلق داستان تند شيء بيرن دون آخر دون عامش dat weer zin dus nu daar nog zich het samen is weet hij de دقيقة يشيك دون وده شيء دون شيء دايش لردنا دعوة سمو دعور ويك دونه из дон лردنا осой. Рамзан Кадыров напомнил, для чего развернута специальная военная операция. Республика не так давно лежала в руинах, а теперь превратилась в цветущий оазис, и он не позволит повторения тех печальных событий. مش متى دون نيانش بالا سيني وصل دون إز نوش اللي عندنا سيني خليس تيجا سيني وقت بيز شاب بس بريك هنا وقت بيز ده سون توام زباد دون توام جيت دون شنو حبي شهور دوي هنس دون بس قاعد شو يش عشان ويجين أنا لاس دون لاس شنو وي لردل ديش لاس دون وي هاوس ديش دون مسولك دلن نجاني ملي جلا وريونش دون والسمات حودي فوتي دون على كل يوم فوتي دون وعند على فستان سياح دون مستشفى دون ميليزين دون تبوش كورس هم دون استرساتوش يشكلي دون شيء ريوان دون إيش كوشي سكوا سوسلوج تاتسبوي دليتين تك دون متشين على ما عجن واحد بس ولا سنة وين جين بس حالا جين بدي دون هنسينس دون 3 كيلومتر 2 كيلومتر دايوت استناد دايوت وين دايوت راهي دايوت is geen zo hoe ik Allah Allah dat staan لكن زون تو غريج وين شو تو ولا شلون تعال تعالجون ياس لا وين تعال ديري دوس ديري شنا دير وران تعال دع ليش تعال دع سوام دوش تعال دع ليش بولتار وديش دير وران سمو ودوس دوس دلوك دون هو قاعد بداستون üyeş durumsu hazara begadaçın hiç dakika sıvı kırır düşün doğan boşu musulman nasıl ya doğan sen üyeş tam üyeş doç hur doğan in da olsa 200 doğan tagana 30 ne imamane ev olmuş doğan ya üyeş 30 ne imamane tabas su davul nasıl biz kaçız sen doğan üyeş çumuşu da doğan hur doğan daga da huracı da iş no sih doğan برانجلي أشكاسناش ماسناش ناشين يسولجي خمرو داستان ميال عشتود دائما ندون لا تو خلاقو أحتاس أول دلالونا غازوة يح ديل دا على بعض أهل شو تشتغل يا غازوة دونا أبزات دونا توان بتشو لا دزدوس توان بتشو وداش في دون يسون دزدوس دون لكن ويتانا هو قاعد وام خرجي وي أحسن دهم داستان وإذا أصلا سير شلون دون شيء دون وقال الأردن قاعدون دون أبدا جيتني شيء دعيق مدرس دعيق مدرس قاعد علوش لوريو دارش مولا دون ميلدوق عشق استمتع دون ويتعنا سوام خور دوش داس دار مولا بيدارات وبيش حدوش دو نوشي شو دون خلص عدوش معجك شنو دون خلص بيش نيش كو دون هذا حاجة متع دون قيمة شمو وی زسلوگایت وی شیء زسلوگی بیش کنچه خبر دید از دان دال و یخبین قریت هم بدان
Нужно отметить, что совещание в целом прошло на позитивной ноте. Регион продолжает свое развитие, и это сказывается на докладчиках. Рамзан Кадыров пожелал всем держаться такого настроя, быть ответственными и понимать, что все, что делается, нацелено на улучшение благополучия жителей республики. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Ахматов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел еще одну встречу уже с членами секретариата главы Чеченской Республики. Политик напомнил об их основных задачах, отметив, что особое внимание стоит уделить дисциплине, так как именно она формирует правильные модели поведения, учит действовать в соответствии с установленными нормами и регламентами. С неэффективными сотрудниками, которые затормаживают рабочий процесс, руководители региона требуют попрощаться. عظيم الوالد دم ايدي وش شادون ثانية زبيتي وش هو يسك دون واطيبت وبيدس أقدون سنة بمشنيك تن سواب بيش بباخ يخبي سميت سواب بيش بباخ وده إمدوش عشدوي أتعبال بمشنيك سويتنيك دي بيسي دوش دون سوت كمي معيوك شغل داس دون عظيم الوالد دون شغل شاشيا كليتي شميت دون دوست دون سسون زادون شد جنياس دون خو بمشنيك وهراو قهرادنا هراد اسميني لا شابين بلع زوسون هونجني غاس هونجني وارد دعوة دون بابا بيزاس أس دون إذن نشي على والدي دون دعبة خيس حين جزر دعبة تيسنش دون دنيا دون دون حدا دون وعدا كي ضلع حدا بانش تاجرس دون حدا بيزاس ويبرع وعدا شنا انتي دعوة فواشنك سويتنك باشد بلح وشوتك ورد يفرستان باب فوشوتك دانا تنمت دانا بزنش داشتانا خیلی فرستان نبی شد شیر شو دانا شی پرخ دانا شی عرجو شی بعد از شو دان بلخ دینا دان تا شی باخته وانی وانا در کمینیستی استویدن سوانا دان آقامون باب بیش مستعبیش نصدستان آقا خودی هدیه سواشتان تسوو دان بلبلان دان آقا دان مرخیچی دان کردستان شیک حد دعوت کن. Глава региона отметил, что каждый должен чувствовать собственную ответственность за работу. Секретариат – это связующее звено между всеми ветвями власти. И только тот, кто выполняет обязанности в соответствии со своей должностью, сможет продолжить работу. يوعقلوا كانتروا وجاغلوا نبلط يعطون حبتشينين عبوش دون اي حاجة بس يلبوش ولا سندر واحدون بيش واسي دون إذا سن واحد بيت بيس لكن حبوا بيت دون قلبوك شوي دون أحبوا ويش نشوف قلبي شوي دون سندر حوشورنا دون وتعب لي صار الجي دون حبوا يعرض بس يوخذ سوي شان شان حلوك تريبط في بلاسون حلوك لا تكشف تريبط بالتي ريبط بلو إسخداع ليتا بدون رشيني بلاسون جوسك دون تريبط ليش تسكاز لي دون إلي دون هو دون خدينا كدو خدينا كده دعمود ولا شو شاف مود ولا شو وديش دون من يستاس كده بابش كوشتان حلش دون قاموش دون دخول أبوه في بيفاس من يستيقظ دون هذه مسجد من يستيقظ كل يشوف مسجد دون ريوان كل يشوف داس هو قاعد صوب بس شو دون لا هو قاعد يشكري يشكري دون أتمنى من جو الرئيس دون شو نسام دير دقي حق مش داس عشان عشان حاجة شو شاش بحالنا شو بوصل بحال شو دون وكان دون داكس حلاق على الضوء هذا يحكي شلون شين دور دقيقة شنو هي دي عبارة كيش عبارة واحدة مثل بيس شين دون يالي سبعة شين هل شيء ميجر ولا دون داكسن هي أسئولي عشان يتسأول شيء الواسب أطلع وي بريد صوتي بابيش بوداس وي سحسن دون دعوة دون
هو متعدون شادون إشتانا شو ده نحيتا ديز الأريسون دس نفسن ساشقتك بابش هولدون يشعر ببيش وباخذ حما كبرنا شوي يعني شيء مر واحد يعني شيء باش يقول مشهود دس شخص بول نظام ديري واحد أنا كي حاول دي ممكن يرجع كل يوم بالويسة واحد هو بيشوي أعمل عجين يأكل بيشوي لا أصلا والله هم عندي أحبال ذكر شيء تكفل بأقناع ديكنز باقشر يسجلوا يسدوتا ويسوشوا باص بيشتغلون حاليا شديد والله إز سماستر سوسايا وقتردان سوسايا وشدين حق المينستير سويد إن رأيون شده سوسايا ورق ريدمستير هذا أنا سوبر أنا العبيش بس سندلا الصبح كانت رياضة واحدة بس يدني في الدبليون جوست كده عندك سنة تعطون قلنا سراز زي زيت سراز عضنا ويجي ورطوشتون دعوة قروة كتاب ولا زي وشكي شكيشين درس سندلا خبر دي شروي جدا سبيس ولا علاقة دانش فايتش شو ما يصير ورثنا كان ورث بعدها بقول del resto مثلا هذا ساعة ريزوش هذا هذا تعويش يروح وقت ريزوش هذا أظن ريزوش مش مورد ثلاثة. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал семьям погибших и раненых участников СВО во всех муниципалитетах денежную помощь. Такая поддержка от благотворительной организации постоянной. Имена тех, кто внес большой вклад во имя Родины, не забываются. Медина Мударова продолжит тему. У каждой семьи разные истории, но горе одно – потеря дорогого человека. Сын Зины Хамадовой Руслан служил в воинском подразделении 6 лет. Он пал героем в ходе специальной военной операции. Но женщину не оставили одну со своей бедой. В очередной раз пришла финансовая поддержка от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В городском округе Аргун, ровно как и во всех районах республики, прошла денежная помощь от благотворительной организации семьям погибших и раненых участников специальной военной операции. Помощь семьям чеченских бойцов, ушедших в праведный мир от рук укрнацистов, пришла в каждый дом и квартиру. Только по Гудермесскому району поддержку получили 79 семей. أيماني ويبتشنا شنا دال سيدول شو بزنديل سيلي رمبين خلي رمبين شو ليلن بزقلن ديل أيمان رمضان ساعتين دو تال ساعة دويل ملها شو من ديري تيل غوتو حوسا حوس تال ساعة دويل تيل. Денежные средства передают вместе с искренними словами соболезнования. Поддержка оказывается на постоянной основе. Несмотря на тяжелую утрату, семьи искренне благодарят руководство субъекта за постоянную заботу и внимание к каждому. Моссо үйшчуман тягу Мадина царда делрез хил дал эту бойл моссо айдл болгах мел волчи вай почада сидуайл иш қитрон үйшума да царда годик хазгодина тона. Жители благодарны за оказываемую поддержку от руководства республики, ведь она как никогда кстати.
أيماني مصانا شيك دلوش أغور غود ومصانا ديل ريز خليل كوزن ديلها شيك دلوك مصانا ديش بوخ اشتيقه بولشان أيماني ديل ريز خليل وزن ديل مصانا غود يشوق تونغ شنا تونغ بيدول شنا أتو باتشانا رمضان إذا تينوش تشقي ديستال موكش مارش ديلي تويل رمضان وزن ديلي هقار ديشتال غنا أصلا دوقب لقر الساعة دول سير ميالوش دل داقة سير مياليلوش ديك داقة إشتا غديش وين مسو آغور إشتا سبل بوخش بو داق ويك أنتي بوختيقا إشتا دابان شيك دلوش дек غديش بوخش. Эти герои защищали нас ценой своих жизней, а мы, в свою очередь, будем хранить память о них. Региональный общественный фонд будет и далее протягивать руку помощи каждой семье. Подвиг их сыновей не забудется никогда. Деятельность фонда охватывает всю республику и даже весь мир. Стоит отметить, что с начала специальной военной операции чеченским бойцам всячески оказывалась материальная и продовольственная помощь от благотворительной организации. Щедрость Аймани Несиевны не знает границ. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Шамсуди Джабраилов, Турпалари Тайсумов, Вести, Чеченская республика. Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев. Все они прошли боевую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудеримесе, где их обучал профессиональный квалифицированный инструкторский состав. Бойцы обеспечены современным вооружением, экипировкой и всем необходимым для несения полноценной службы. Проводить в дорогу новобранцев прибыли официальные лица. Они напомнили о главной цели поездки – это защита мирного населения. Стоит отметить, что многие из них не впервые отправляются на передовую. Все они объединены единой целью – навсегда положить конец неонацизму. Вы уже к вечеру поступаете в распоряжение командира легендарного нашего спецназа Ахмат Аптиалаудинова. Будем выполнять ту задачу, поставленную Верховным главнокомандующим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и главой республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Без сомнений уверены, что вы, как всегда, справитесь. Самое главное для бойца – это поддержать брата, который рядом с ним выполняет боевую задачу. От вашего имени, как всегда, хотелось бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который нас, как вы сами знаете, с начала СВО поддерживает, снабжает, делает все, чтобы мы уже на полях сражений одерживали те наши уже легендарные победы спецназа Ахмат, чтобы нам в окопах, так скажем, жилось лучше. Также главу Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова ежедневно интересуется. Я ему докладываю, что у нас по подготовке добровольцев, какие у них пожелания, что нам надо, что требуется. Торжественно открыли мост в селении Новый Шарой в Ачхой-Мартановском муниципалитете. Переправа реконструирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В красочной церемонии открытия приняли участие представители республиканских властей и почти все местные жители. Новая переправа, которой можно безопасно пользоваться круглый год, значительно улучшит качество жизни в селении. Мадина Кураева узнавала характеристики сооружения. Мост через реку Асы очень значимый объект для региона, так как он соединяет селения Самашки, Новый Шарой, Давыденко с населенными пунктами Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов. Кроме того, переправа обеспечивает выход к федеральной трассе Р-217 «Кавказ». На торжественное открытие собрались официальные лица республики, старейшины и жители района. Необходимость нового моста была, прежняя переправа была в аварийном состоянии. Провели реконструкцию по поручению главы субъекта Рамзана Кадырова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». أعمد حاجة لازم تقبضوا تسميه بيركتوا طبعا ده بويسد واش تاع قهوة شعوة شوي ليرمي بتشع ده يدري يسخين سون إدال عال شوي
Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасканов зачитал поздравительное письмо главы региона Рамзана Кадырова. Наличие развитой дорожной сети считал основой экономического благополучия региона наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Поэтому мы постоянно работаем, развиваем инфраструктуру. Я выражаю благодарность всем, кто трудился над строительством этого моста, за добросовестную работу. Стоит отметить, что Чеченская Республика в лидерах по реализации нацпроектов. Сдача данного объекта опередила намеченные сроки. Именно глава республики под контролем ее национальный проект. Нацпроект последний с 2019 года принимает участие в нацпроекте. Да, лидирующими Российской Федерации, да, по нацпроекту, так, именно Рамзан Ахмадович контроль Ахаларбан, вот Акастин, Богбар, Олсум, Лерна, досрочно, это я не сделала. Собравшиеся прочитали дуа и перерезали красную ленту. Длина моста почти 103 метра, а ширина сооружения 13. Отведено место и для пешеходов. Реконструкцию провели в этом году. Используются самые современные технологии и самые современные материалы. Мост рассчитан на современные нагрузки. Эксплуатация данного моста под любые нагрузки, под любой автотранспорт обеспечивает безопасность. Прежняя переправа создавала ряд трудностей для местных жителей. Реконструкция стала для них большим подарком. Проваливался он всегда. В этом году в рамках безопасной и качественной дороги в регионе открыли 3 моста. Еще один в процессе реконструкции через реку Джалка в селении Мескерёрт. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Башенный комплекс Никорой, колыбель чеченского народа Галанчош, а также Акко, город мертвых Цой-Педе и хребет Данидук. По всем этим историческим местам проехались квадроциклисты. Старт же состоялся в курорте Ведучи. Мероприятие было организовано ко дню квадроциклиста. Организатором выступило региональное министерство по туризму. Сколько участников принимало участие, расскажет Турпалали Тайсумов. Уникальное путешествие ожидает этих любителей экстрима. По случаю Дня квадроциклиста Министерство Чеченской Республики по туризму организовало большой заезд по Итумкалинскому району. Маршрут стартует от горнолыжного курортного комплекса Ведучи. Любой маршрут, который мы в будущем предлагали для наших туристов, мы лично исследовали, то есть, можно сказать, даже я лично и наши сотрудники министерства проходили ногами, проезжали на технике и так далее, и так далее. Все это сначала изучается, какие-то бывают шероховатости, это все исправляется. И только потом уже выдается какой-то продукт, который будет интересен людям, который будет этот продукт уже реализовывать и продавать. Дорога будет непростой, она проходит по узким тропам, но гонщиков это отнюдь не пугает. Горная местность многим уже знакома. Мы каждый год приезжаем, приурачиваем наши туры к некоторым праздникам. Вот, прекрасный солнечный день. Думаю, что будут хорошие маршруты, настроение, эмоции. Было состояние, что с машины мы уже слились и уверенней ехали и больше смотрели по сторонам, потому что первый день я смотрел только вперед, боялся взгляд отвести. Прежде чем отправиться проходить трассу, участники вместе с туристами взошли на канатную дорогу. Это одно из самых лучших мест для панорамного обзора. Всю красоту данной местности можно увидеть и почувствовать, только сев на подъемник. Каждый, кто приходит сюда, испытывает настоящее ощущение только после таких поездок. Что интересно, Чеченская Республика славится не только горной местностью, но и местами для отдыха. И не только для того, чтобы запечатлеть, но и почувствовать и прокатиться. Чистая горная вода, свежий воздух. Что еще нужно для полноценного счастья? И все же есть один большой нюанс. Здешние виды, пожалуй, не имеют себе равных.
Ну а дальше последняя проверка и в путь-дорогу. И вот участники завели квадроциклы и начали старт от точки встречи. Впереди их ждет большой длинный маршрут с кучей приключений, с кучей интересных локаций и множеством видов самых разнообразных, красивейших мест. Что самое интересное, гонки продолжатся до самого вечера. Итоги будут подведены тогда, когда все получат море адреналина и хорошего настроения. Заезд был сложным, приходилось преодолевать подъемы и спуски. Крутые виражи и заносы держали в напряжении. Маршрут проходил по историческим достопримечательностям. За 2 дня каждый гонщик испытал море эмоций благодаря всеобщим усилиям. В последующие сезоны их количество будет неизменно расти. Турпал, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. В поселке Ойсхара Гудеремесского муниципалитета прошел турнир по футболу, приуроченный ко дню рождения главы республики. 6 команд боролись за право называться лучшими. Наталья Депутатова поделится подробностями. Финальная встреча турнира по футболу, приуроченная ко дню рождения главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова, так же, как и весь турнир, прошла в поселке Ойсхар. Организаторами выступило акционерное общество «Чеченэнерго». Мы все знаем, что наш глава сторонник футбола, он ярый болельщик, поэтому мы решили провести турнир, посвященный дню рождения главы республики. В соревновании приняли участие 6 команд. Возраст футболистов варьировался от 16 до 65 лет. Многие занимаются футболом постоянно и уже на профессиональной основе. Были и просто любители этой игры. Поболеть за местную команду пришли жители поселка. ФК Ойсхар играет хорошо, и все команды были хороши в этот день. Матч очень красивый, очень довольный матчем. Радует. Болею за Чеченэнерго, конечно, и думаю, что она заберет. Матч с самых первых минут проходил очень оживленно, о чем свидетельствовал и накал страстей болельщиков, и переживания тренеров. Турнир проходит по олимпийской системе, проигравший улетает. И вот сейчас мы наблюдаем финал. В финале встречается непосредственно организатор турнира, это ФК Чеченэнерго, и одноименной командой из поселка Ойсхар. Ожесточенная битва на поле, никто не хочет уступать, борьба на каждом участке поля. Турнир провели на новом, недавно построенном стадионе, газон на котором отвечает всем европейским нормам, так что играть участникам было вдвойне приятно. В финальном матче встретились команды футбольного клуба «Рамзан Ойсхар» и футбольный клуб «Чеченэнерго». Напряженный матч между командами закончился ничьей, и все решит серия пенальти. После серии ударов по воротам соперников определился победитель – футбольный клуб «Рамзан Ойсхар». Второе место завоевала футбольная команда «Чеченэнерго». Третье – ФК «Ветераны Ахмат». Ну и, конечно же, самая приятная часть – церемония награждения победителей. Были вручены кубки, медали и грамоты. Также отмечены лучший вратарь, полузащитник, бомбардир, нападающий и лучший игрок турнира. Хотим поблагодарить в первую очередь организаторов за то, что позволили быть такому турниру. Также спасибо команде соперников, которые показали достойную игру. И также хочу поблагодарить свою команду, которые помогли нам в достижении победы в этом турнире. Подобные состязания проводятся в республике регулярно. По словам организаторов, это очень стимулирует подрастающее поколение на занятия спортом в целом. А непрофессионалам дает возможность проявить себя и показать свои навыки, будь то бокс, баскетбол, хоккей или футбол. Наталья Депутатова, Шамсудит Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.